Вода продолжает подниматься. В Амгинском районе объявлен режим ЧС. Спасибо за мирное небо. В Нерюнгринском районе поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. День Победы для самых маленьких. В Алдане прошла акция для воспитанников детского сада. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. В Амгинском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в связи с повышением уровня воды в реке Амга выше критических уровней и подтоплением домов на участке Ефремова. Уровень воды на реке Амга уже с 1005 сантиметров при критической отметке 925. Подтоплено 25 дворовых территорий, где проживало 50 человек. Ситуация находится на особом контроле правительства региона. В 11 часов из Якутска на место затора вылетел вертолет с оперативной группой в составе представителей МЧС, службы спасения и комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности. На борту также находились взрывники с оборудованием. На месте будет оперативно оценена ситуация и масштабы работ. В настоящее время на реке Амга ледоход 7.15, точнее 6, оставит 6.15 начался ледоход под Амгой, который у нас стоял в районе 21.15, остановился. В настоящее время наблюдаем заторные явления в местности Уарай в 12 километрах ниже. Организовано дежурство, круглосуточное дежурство штабов, силы и средства приведены в готовность. В настоящее время функционирует в режиме чрезвычайная ситуация. Во время сплава на моторной лодке утонул мужчина 1980 года рождения. Инцидент произошел 6 мая на речке в местности Хампу в 6 километрах от села Телеги в Мегино-Кангаласском районе. Первичной проверкой установлено, что лодка перевернулась. В результате мужчина не всплыл на берег. Двоим знакомым удалось спастись. Перейдем к другим стихиям. Накануне в нескольких районах Якутии объявили пожароопасный сезон. На землях лесного фонда республики очагов возгорания пока не зарегистрировано. В прошлом году на этот момент в республике регистрировали 7 лесных пожаров на общей площади 308 гектаров. Диспетчерская служба лесного хозяйства проводит ежедневный мониторинг, а для предотвращения бесконтрольных поджогов и возникновения лесных пожаров по вине человека Департамент лесного хозяйства проводит рейды. Перед сезоном охоты контроль планирует усилить. Департамент напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу. Добыча угля на Эльгинском комплексе должна вырасти на 20%. Об этом заявил директор по горнодобывающим активам Мечел Майнинг в Якутии Игорь Хафизов. По его словам, в прошлом году на том же месторождении Якутуголь обеспечил рост объемов добычи до 4,2 миллионов тонн, двукратно увеличив сбыт готовой продукции. Также проведено масштабное техническое перевооружение. Обновлен парк горнотранспортного и обогатительного оборудования. В Якутугле и Эльгаугле ввели в эксплуатацию около 60 единиц новой техники на несколько миллиардов рублей. Также переход на открытый способ добычи угля на разрезе Джибарики Хая позволил повысить безопасность ведения горных работ, снизить не только себестоимость продукции, но и риски северного завоза. Затраты на приобретение топлива для республики сократились на сотни миллионов рублей. Сегодня в Госдуме страны пройдет заседание. В повестке дня будет только один вопрос. Депутаты рассмотрят предложение президента о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром. Как ожидается, Владимир Путин посетит парламент лично и лично представит главу будущего кабинета министров. Отметим, что ранее Дмитрий Медведев озвучил кандидатуры на пост вице-премьеров. По его мнению, Ольга Голодец могла бы курировать в новом правительстве вопросы культуры и спорта. Виталий Мутко тоже может остаться в кабинете министров, но в другом качестве. Медведев в случае утверждения хочет назначить его вице-премьером по вопросам строительства. На пост же первого вице-премьера Медведев предложил Антона Силуанова. И предполагается, что он также сохранит за собой пост главы Министерства финансов страны. Владимир Путин подписал новый майский указ. Он должен стать прорывной точкой научно-технологического и социально-экономического развития страны. Свой комментарий о новом указе нашему телеканалу дал министр экономики Якутии Денис Белозеров.
буквально вчера был подписан указ президента Российской Федерации. Все это там отображено. Да? Также вопросы развития цифровой экономики, они все отображены и не доведены. В целом правительству Российской Федерации поручено до 1 октября 2018 года сделать план мероприятий по реализации данного указа с определением конкретных индикаторов по каждому субъекту, которые они должны достичь в рамках реализации данного указа президента Российской Федерации. В Якутске проходит ежегодный крестный ход, ставший доброй традицией празднования Великой Победы. Православные и все желающие прошлись от города Якутского Преображенского кафедрального собора до часовни на площади Победы. С места событий передает наш корреспондент. Традиционно в столице Якутии проходит пасхальный крестный ход. Верующие идут от Преображенского собора до площади Победы. В праздничном шествии принимают участие духовенство и прихожане храмов Якутска, студенты Якутской духовной семинарии, воспитанники гимназии во имя святителя Иннокентию Московскому. Возле мемориала на площади Победы будет вознесена молитва о погибших воинах, защитниках Отечества и жертвах войны. Завершится крестный ход пасхальным молебном у часовни святого великомученика Георгия на площади Победы. Участие могут принять все люди, разделяющие христианские истины и неравнодушные к истории нашего Отечества. Присоединиться к крестному ходу можно на всем пути следования шествия. Администрация Якутска сообщает, что 9 мая в связи с праздником будут перекрыты дороги. С 9 утра проезд запретят по улице Хабарова от улицы Черяева до Богатырева. Богдана Чижика перекроют от улицы Богатырева до Федора Попова, участок улицы Бестужева-Марлинского. Также участок улицы Богатырева от улицы Губина до улицы Хабарова. Также перекроют часть 202 микрорайона от улицы Хабарова. Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Она составит 10 тысяч рублей на человека. Отделение Пенсионного фонда России по республике провело всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. В Якутии деньги получат 124 гражданина, из них 14 инвалидов и 110 участников Великой Отечественной. Выплата будет осуществляться в течение мая и июня вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Для получения единовременной выплаты не нужно специально обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда России. Накануне Дня Победы руководство Нерюгринского района посетило ветеранов. Сегодня в районе их осталось всего 7 человек. С одним из защитников Родины Василием Александровичем Александровым и его ближайшими родственниками представители администрации обсудили вопросы по оказанию услуг медицинской помощи, посещения работников социальной защиты и использования предоставленных льгот и услуг. Слова благодарности и поздравления были сказаны всем семьям ветеранов Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Также им вручили букеты, подарочные корзины с памятными сувенирами, продуктовые наборы к праздничному столу. Всего, если по количеству ветеранов сказать, то у нас на сегодня их 194, к сожалению, осталось. Если статистику затронуть, то в ноябре 2014 года у нас было их 330 человек. К сожалению, их все меньше и меньше, но будем надеяться, что все-таки их героический поступок, их патриотическое отношение к родине все-таки заложится в сознание наших детей. Между тем, якутяне собрали около 1,5 миллиона рублей на памятник Ивану Кульбертинову. Акция по сбору средств на памятник легендарному снайперу стартовала еще в октябре прошлого года. В столице прошел телемарафон, в районах были организованы благотворительные концерты. Все собранные средства пойдут в фонд установки памятника. Отметим, что есть 3 предположительных места, где может разместиться мемориал. Это на улице в районе ДСК в Якутске, названной именем Ивана Кульбертинова, около нового призывного пункта и возле спортивного комплекса Дахсун, также в столице республики. Там планируется строительство тира, который также могут назвать именем великого снайпера. В Якутске презентовали книгу «Трудовой подвиг колхозников-грузопереводчиков на Алах-Юнь в годы Великой Отечественной войны». Сборник является первой документальной книгой по истории грузоперевозок для нужд золотой промышленности в Алах-Юне. Именно это место являлось центром треста Джук-Джурм-Золота в годы войны. Сборник включает малоизвестные и ранее не опубликованные документы из фондов Национального архива республики и муниципальных архивов. В книге описываются подвиги якутского крестьянства. Именно они доставляли жителям района продовольственные и промышленные товары и развозили груз по отдельным приискам.
Так, в общей сложности ушло более 2 лет, вот 2,5 года на работу вот по составлению данной книги. Я хочу также вот подчеркнуть, что цель нашего сборника были именно грузоперевозки, а не история золотодобывающей промышленности. Ну а в канун Дня Победы всюду проходят флешмобы, акции памяти и праздничные концерты. Дошкольные учреждения в стороне не остаются. В садике «Василек» города Алдана нравственно-патриотическое воспитание ведется планомерно. И малыши не просто знают о подвиге военных лет, но и глубоко понимают горе, которое война приносила в каждый дом. Тему продолжат наши корреспонденты. На весеннем ветру чуть слышен трепет ярко-алых, желтых и белых гвоздик. В канун самой светлой даты воспитанники подготовительной группы детского сада «Василек» возложили цветы к подножию обелиска Победы. Неувядающий букет мальчишки и девчонки мастерили своими руками на занятиях. О подвиге, совершенном дедами и прадедами во имя мира и тишины, ребята знают немало. Долгих 4 года длилась эта война, но наша армия смогла защитить землю и победила фашистов. Советские солдаты победили в войне. Они оставили нам мирное солнце и небо. Возложив цветы, дети прочли стихотворение. Чуть позднее строки о боях и солдатах, о женщинах и детях, остававшихся в тылу, прозвучат на посвященном Дню Победы праздничном концерте, который состоится в стенах детского сада. Достаточно большое внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию. Дошкольников в доступной форме знакомят с историей города, семьи, района, республики и в целом страны. Поклоняясь обелиску и возлагая цветы, малыши глубоко прониклись серьезностью момента. В свои неполные 7 лет дети сумели прочувствовать боль и понять горе, кое разрушительная война приносила в каждый дом и в каждую семью. Именно вот этот возраст, он достаточно эмоциональный, дети восприимчивые, и то, что им доносится, они все равно в их сердечке остаются. После возложения цветов и чтения стихов ребята ознакомились с местом поклонения. С интересом мальчишки и девчонки слушали о героях-алданцах, чьи фамилии увековечены на мемориале. Рассказ воспитателей дошколята дополняли воспоминаниями о своих родных, воевавших в 40-е годы за мир. Затем дети смогли прикоснуться к настоящей боевой технике в музее оружий, располагающемся неподалеку от обелиска. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Тем временем в Усниру поздравить жителей с Днем Победы приехала творческая группа СССР. Их пригласила золотодобывающая компания «Ханалаз». Группа СССР является военно-патриотическим ансамблем Российского союза ветеранов Афганистана. Коллектив побывал практически во всех горячих точках постсоветского пространства, за что имеет многочисленные награды. Сегодня гости поедут в поселок Артык. Там они встретятся с ветеранами, выступят с поздравительным концертом, а далее примут участие в праздновании Дня Победы в районном центре Аймиконского района. У меня к этому часу все. Оставайтесь с нами.